Что такое жить под санкциями, знают не понаслышке в Крыму. Там не работают, точнее, основные российские банки, нельзя пользоваться картами ни Visa, ни MasterCard. Перечень можно долго продолжать. Больше всего от этого там пострадал малый и средний бизнес. Его представители не раз об этом рассказывали в нашем эфире. А сейчас с нами на связи Марат Тюнин, председатель региональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Союз предпринимателей Севастополя». Доброе утро, Марат. Доброе утро. Марат, расскажите, в какой ситуации сейчас оказались предприниматели Севастополя? Вы знаете, эту ситуацию можно называть театром абсурда и беспредела. Да, мы думали, что мы попали в цирк сначала, но уже давно никому не смешно, немножко горько и огорчительно, так сказать. Предприниматели, которые заехали в Севастополь с материковой России, они, наш севастопольцев, коренных жителей, я так могу сказать, это мое субъективное мнение, к нам относятся как к скоту, да? Людей разоряют, грабят. У нас в Союзе было порядка 150 человек. Всех разорили, никому не дали никаких компенсационных мест, которые обещали. Это порядка 150 человек, это семьи их, наемные работники, порядка 500-600 человек остались без средств существования. И таких людей тысячи в Севастополе предпринимателей. Я сам был предпринимателем порядка 20 лет. Сегодня я закрыл предпринимательскую деятельность, потому что у меня точно так же правительство без предупреждения, без уведомления. У меня были павильоны бытовых услуг, их тоже украли, можно сказать, снесли. И никаких мест компенсационных никому и мне тоже не дали. Поэтому здесь о каком-то развитии говорить речь, о каких-то инвестициях, они не дают развития мелкому бизнесу, среднему бизнесу, не дают развития вообще никакого. Чиновники занимаются тем, им картинку красивую дают, что там все хорошо, мы развиваемся. Но на самом деле это все не так, как представляют по центральным каналам телевидения, что в Севастополе все нормально, все хорошо. Может, есть какие-то позитивные моменты, но мы сейчас говорим в части предпринимательского сообщества полный мрак, полный беспредел. Мы неоднократно митинги проводили, нас штрафовали за эти митинги, мы даже выиграли суды у этих российских судов. Оказались сотрудники полиции, составляют протоколы, говорят, что вы делаете, мы же для людей, за людей, в интересах людей. Нет, нас все равно штрафуют, говорит, нам начальник приказал, мы будем штрафовать, будем вас гнобить. Да вы лучше порядок наведите, зачем вы это делаете? То есть такое отношение. Мы много предлагали, мы не то, что там критикуем власть, мы предлагали много вариантов развития предпринимательского сообщества в городе Севастополе. Но нас не услышали, все наши начинания остались на бумаге. Нам много обещали, но нам ничего не дали. Самое интересное, что на тех местах, где работали севастопольские предприниматели, например, на историке, предприниматели севастопольских разогнали, сказали, здесь торговли никогда не будет, это историческое место. Но сегодня там работает и торгует пилотками, тельняшками, директор музея, сам, может, он их шьет, я не знаю. То есть смысл в том, что для нас, для севастопольцев, работы нету, а для заезжих чиновников находится и работа, и места, и все моменты. Да. Мы, как говорится, понимаете, создается впечатление, что здесь предприниматели мелкие и средние не нужны. То есть получается, что всех хотят загнать в экономическую зависимость, чтобы все у кого-то работали, все молчали и не имели средств к существованию. Потому что предприниматели — это свободные люди, самодостаточные, понимаете, которые понимают, что происходит, делятся этой информацией с другими людьми, количество недовольных растет. И, наверное, по этой причине их разоряют, грабят, оставляют без средств существования. То есть это целенаправленная программа, чтобы в Крыму вычистить так называемый средний класс, думающий класс, который может быть независимым от государства. Это мое мнение, у меня так сложилось мнение, потому что таких людей, которых разорили, никому не дали в Севастополе, их тысячи, понимаете, здесь еще смысл в чем? Те здания, сооружения, которые перешли чиновникам Российской Федерации от Украины, они их сдают в аренду землю, цену, если брать, то, как они говорили, нищая Украина, все стоило копейки, аренда стоила копейки, аренда земли, аренда зданий, сооружений, которые были в государственной собственности, стоила копейки. Сегодня это в 100 раз повышенные цены на всю эту аренду. Это, естественно, влияет на конечного потребителя, на простых людей, которые вынуждены покупать продукты, получать услуги по значительно завышенным ценам, потому что аренда космическая. Просим, ребята, правительство, обоснуйте, в чем у вас такая цена, почему ценообразование именно такое, как мы видим.
А никаких обоснований нет. Вы платите, молчите, не нравится, уходите. То есть вот такой подход. Спасибо, Марат. Спасибо, что вышли с нами на связь. Это был Марат Тюнин, председатель региональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Союз предпринимателей Севастополя».